В ближайшие несколько минут о событиях в стране и за ее пределами. В студии работает Вера Захарчук. Доброе утро. Непогода стала причиной закрытия трасс в нескольких регионах страны. Так, в связи с ухудшением погодных условий закрыто движение из столицы на автодороге Астана-Атбасар. Также ограничено движение на нескольких участках дорог в Актюбинской, Кустанайской и Акмолинской областях. Штормовое предупреждение объявили и в Северном Казахстане. На трассах региона сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду и низовая метель. Особенно сильно метет в Айыртауском, Жамбылском, а также в районах имени Мусрепова и Шалакына. В связи с непогодой жителям области разосланы СМС-предупреждения. По всем направлениям закрыты автомобильные дороги. Попрошу граждан отнестись с пониманием, не выезжать за пределы населенных пунктов. У нас на дорогах республиканского значения несут службу 15 экипажей дорожно-патрульной полиции. И при выезде с населенных пунктов у нас участковые инспектора полиции. Информации о брошенном транспорте, также снежных заносах пока не поступали. Трассу Семей-Кайнар частично размыло талыми водами. Сразу на нескольких участках асфальт буквально проваливается под колесами проезжающих машин. Восстановительные работы пока не ведутся. Комментировать ситуацию в управлении ПЧС отказались, заявив, что дорога областного значения официально закрыта, хотя еще накануне она была открыта для движения. Талыми водами смыта и временная объездная дорога через реку Мукур. Находящийся на этой трассе мост уже 6 лет в аварийном состоянии. Переправа закрыта для проезда большегрузных автомобилей. Больше всего от этого страдают сотрудники предприятий, которые не могут вовремя добраться на работу. Я уже второй день не могу добраться до работы. В этом районе несколько сел. Страдают все местные жители. В Усть-Каменогорске под угрозой паводков 5 пригородных сел с населением больше 50 тысяч человек. Установить это удалось благодаря воздушному патрулированию территорий. Только вместо вертолетов воспользовались помощью беспилотных летательных аппаратов. Это значительно дешевле и не уступает по эффективности и скорости привычному авиаоблету, говорят специалисты. Службы ЧС по результатам съемок с дронов составили карту возможных потоплений, готовятся берегоукрепительные работы. Кроме того, беспилотники уже помогли предотвратить паводки в селе Ахмирово. Допустим, мы его использовали в селе Ахмирово, когда склоновые потоки пошли среди домов. Вот, значит, туда практически добраться ни пешком, ни на транспорте не было возможности. И дрон позволил нам, во-первых, оценить обстановку, и, во-вторых, уже по этой информации принять решение об отводе этого потока в сторону, минуя сам поселок. В Павлодарской области ситуация с паводком стабилизировалась. Первая волна талых вод миновала села в Баянаульском и Майском районах. Напомню, на минувшей неделе ряд населенных пунктов в южной части региона оказались в зоне риска подтопления. Благодаря ранее принятым мерам по противодействию паводку большая вода не нанесла серьезного ущерба. Между тем, в северо-западной части области, вблизи села Шалаксор, ведется круглосуточное наблюдение за состоянием Селентинского водохранилища. За последние дни уровень воды там поднялся местами до 2,5 метров. В результате предварительного пропуска водоема спустили 1700 кубометров воды. По данным ЧС, в данное время наполняемость водохранилища достигла 70%. Поэтому сейчас специалисты тщательно изучают состояние водоема и мониторят ситуацию. По поселку Шалаксор у нас, получается, всю зиму там снег вывозился, то есть в поселке практически снега не осталось. По дамбе, дамба укрепленная, то, что было на прошлые года, в таком состоянии не есть. На данный момент пока угрозы ничего не существует, но мы, департаментом ПЧС, уже создана группировка сил и средств, для необходимости будем направлять в данный район. По последним данным, в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга погибли 11 человек, еще 45 получили ранения. Об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет России. В городе объявлен трехдневный траур. Тем временем на месте трагедии продолжаются следственные мероприятия. Как сообщают в Министерстве иностранных дел Казахстана, на данный момент наших соотечественников среди погибших в результате теракта нет. Ранее в СМИ появилась информация о том, что к нападению может быть причастен гражданин Казахстана. Однако, по словам руководителя пресс-службы МИДа Республики Ануара Жайнакова, такое заявление преждевременно. Казахстанские дипломаты продолжают проверять информацию о том, были ли граждане нашей страны среди пострадавших и погибших. В Генеральном консульстве Казахстана в Санкт-Петербурге работает круглосуточный телефон горячей линии. Номер вы сейчас видите на экране.
Главы государств и руководители международных организаций выражают соболезнования в связи с терактом в Петербурге. В Люксембурге, где проходит встреча министров иностранных дел Евросоюза, руководители внешнеполитических ведомств европейских стран высказали свою поддержку народу России. Мы мысленны со всем народом России, особенно с теми, кто потерял родных и близких в результате взрыва в метро в Санкт-Петербурге. К другим темам. Сомалийские пираты захватили торговое судно из Индии, направлявшееся из Дубая в йеменский порт Эль-Мукалла. По имеющимся данным, на борту находится 11 членов экипажа. После захвата судно направили к побережью Сомали. Отмечается, что капитан уведомил о произошедшем власти Эмиратов и владельца корабля. По его словам, пираты приблизились к судну на небольшой лодке, попросив питьевой воды. На востоке Казахстана ищут незаконно хранящееся у граждан оружие. В регионе началось оперативно-профилактическое мероприятие «Кару». Всего за неделю в области изъято более 30 незарегистрированных охотничьих ружей, газовых и травматических пистолетов. Полицейские ежедневно проводят рейды. Помочь им может и население. К примеру, житель Усть-Каменогорска сообщил на линию 102, что у одного из крупных торговых центров находится человек с оружием. На место выехала оперативная группа. Информация подтвердилась. У нарушителя обнаружили нож и обрез ружья. Ведется следствие. При задержании у 20-летнего жителя города Усть-Каменогорска было изъято оружие огнестрельное. Это обрез гладкоствольного охотничьего ружья 32-го калибра. Стоит отметить, что в этом обрезе заводские номера были стерты, они были укорочены. В настоящее время вот это оружие проходит экспертизу. В Семее решают судьбу радиологического центра. Здание с уникальным медоборудованием попросту простаивает вот уже 3-й год. В учреждении побывала комиссия, которую возглавил вице-министр здравоохранения страны Алексей Цой. Специалисты пробудут в радиологическом центре 3 дня. За это время им предстоит решить ряд вопросов. Один из главных – соответствует ли техническим нормам установленная в здании система сбора и хранения жидких радиоактивных отходов. Некоторые члены комиссии отмечают, что ее скорее всего, придется демонтировать. По результатам мы готовим заключение, которое в дальнейшем сможет дать рекомендации по дальнейшему моду эксплуатации объекта. Очень важно, что данный объект у нас планируется стать таким прорывным, и мы планируем создать в Семее радиологический кластер. То есть те заболевания, которые в настоящий момент они в Казахстане не лечатся, они планируется, что будут лечиться здесь. Нефтеперерабатывающий завод Шымкента с июля сможет технически выпускать высокооктановый бензин Евро-4 и Евро-5. Это будет завершением первого этапа модернизации. Сейчас начались пусконаладочные работы установки изомеризации легких бензиновых фракций. Данная установка и позволит выпускать топливо высокого качества. В целом, в рамках первого этапа на заводе построили и ввели в эксплуатацию установку по производству серы мощностью 4000 тонн в год. Реконструировали и запустили существующую установку гидроочистки дистоплива. Завершено строительство герметичного налива светлых нефтепродуктов. Были сданы объекты общезаводской инфраструктуры. Проект модернизации и реконструкции на заводе начали в 2011 году. По завершении этапа 1 мы технически сможем производить автобензины и дистопливо на уровне только Евро-4, Евро-5, а низкооктановый бензин АИ-80 можно будет выпускать по запросам при потребности внутреннего рынка РК. При этом выработка высокооктанового бензина может возрасти на 460 тысяч тонн в год, дистоплива на 226 тысяч тонн в год, авиакеросина на 27 тысяч тонн в год. В преддверии Всемирной выставки «Экспо-2017» Казахстан и Венгрия открывают прямое авиасообщение между двумя столицами. 8 июня из международного аэропорта Астаны отправится первый рейс в Будапешт. Соединять два города будет венгерский лоукостер 2 раза в неделю, в четверг и в воскресенье. Билеты на рейсы авиаперевозчика уже в продаже. Цены на билет в одну сторону составляют 40 евро. В Министерстве по инвестициям и развитию заверили, открытие прямого авиасообщения между Астаной и Будапештом позитивно повлияет на развитие сотрудничества двух стран, а также упростит казахстанцам путешествия в Европу.
Это будет способствовать как развитию туристического потока в обе стороны, посещению венгерскими гражданами Экспо 2017, ну и развитию бизнес-отношений. А я думаю, самое время, потому что за прошедший год наш товарооборот вырос на 16%, и вот час тому назад я получил информацию о том, что за январь товарооборот по сравнению с январем предыдущего года вырос на 40%. Мы планируем в преддверии Экспо открыть еще ряд рейсов. Если коротко, то это у нас будет, значит, в середине июня Астана-Хельсинки, прямой рейс Финляндии. Также будет в начале мая, 8 мая Астана-Варшава, тоже прямой рейс с Варшавой. Также планируется силами казахстанских компаний открытие ряда рейсов. Саммит по обогащению пшеничной муки полезными элементами для улучшения здоровья женщин и детей состоялся в Алматы. Казахстан является самым крупным поставщиком муки и пшеницы в регионе. Именно поэтому наша страна стала местом встречи всех представителей центральноазиатских стран, а также Афганистана и Пакистана. Саммит организован Национальной комиссией по делам женщин и семейно-демографической политики. Обогащение пшеничной муки железом, цинком, тиамином, фолиевой кислотой и многими другими необходимыми для человека элементами стало обязательным в Казахстане еще в 2004 году. В этом продукте особенно остро нуждаются в Афганистане и Пакистане. Казахстан готов экспортировать здоровую муку ближайшим соседям, но просит взамен снятия ограничений. По словам экспертов, обогащение муки микроэлементами не сильно сказывается на ее стоимости и позволяет значительно экономить на здравоохранении. С одной стороны, правительство этих стран призывает нас развивать торговлю обогащенной мукой, с другой стороны, вводит меры нетарифного ограничения. Я бы просил, так сказать, чтобы, пользуясь как раз таки тем, что уровень этого саммита очень высокий, чтобы правительство тех стран, которые, значит, я перечислил, чтобы они услышали наш призыв, мы со своей стороны готовы развивать торговлю обогащенной мукой. Госслужащие стран Центральной Азии съехались в Астану в ходе тренинга, организованного Академией госуправления совместно с региональным центром ООН. Они планируют обсудить ряд важных вопросов в области превентивной дипломатии, а именно предотвращение и урегулирование в странах конфликтов, эффективные коммуникации, а также наращивание потенциала в области посредничества. Своим мнением поделятся около 40 экспертов и дипломатов из Казахстана, Афганистана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Тренинг продлится 2 дня. У нас налаживается очень хорошее сотрудничество с властями Казахстана в этом плане. И мы надеемся и дальше продолжать. Курсанты будут решать конкретные случаи, казусы. Я думаю, как раз это будет полезно. С одной стороны, научиться, какие хорошие практики в этом плане существуют. А с другой стороны, тоже и друг с другом хорошо познакомиться. Это связи, которые остаются и которые будут полезны для всех. С открытием новых спортивных залов растет спрос на профессиональных фитнес-инструкторов. Желающих стать ими обучали на 3-й международной фитнес-конвенции, которая прошла в Астане. Участие в ней приняли 100 тренеров из разных регионов страны. Свои мастер-классы по новым актуальным направлениям провели отечественные и зарубежные звезды фитнеса. Это хорошая идея, что это пропаганда здорового образа жизни, что фитнес – это профилактика болезней цивилизации, вредных привычек у населения. И каждый второй сейчас казахстанец занимается фитнесом. Очень много фитнес-клубов, как грибы в каждом дворе. Но уровень профессионализма и образования наших инструкторов, конечно, оставляет желать лучшего, потому что большинство из них самоучки, бывшие спортсмены или танцоры. Вот. И мы занимаемся подготовкой профессиональной. К данному часу это пока все новости. Спасибо, что выбираете Хабар 24. До встречи в следующем выпуске. Хорошего дня.